Продолжаем освещать лесопожарную обстановку в республике. В студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Жители села Кальвица и села Харьялах отселяют в связи со сложной лесопожарной обстановкой. В Кобейский улус в село Кальвица для отселения жителей в превентивных целях направлены метеор и паром. На помощь вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством из Итыкюэля. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников по итогам вечернего оперативного штаба по охране лесов. Сложная ситуация у нас остается по Кобейскому району, по населенным пунктам Сангар, Кальвица, Ситте, село Кобей. Здесь люди работают, за что большое спасибо. И вот село Кальвица идет частичная эвакуация населения. Ситуация осложняется тем, что там есть штормовой ветер, который не позволяет вылету вертолетов и эвакуацию населения на, скажем, маломерных судах. Для решения данного случая с Якутска отправлен катер, паромная техника для того, чтобы произвести, скажем, эвакуацию. А в Кобеконском наследии в селе Харьялах Намского улуса на тушении работают 47 человек, 3 трактора МТЗ с плугами, дополнительно направлены 12 человек. На данный момент прибыл вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Пожар идет в Кобеконский наслед со стороны села Фрунзе. Огонь находится в 4 километрах. Напомню, в превентивных целях началось отселение жителей из села Харьялах. В настоящий момент отселены 60 человек. На тушение лесных пожаров в Якутию прибыл уральский отряд из 50 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны. Также ожидается прибытие северо-западного отряда из 67 парашютистов-десантников Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей. Привлечение дополнительных сил стало возможным благодаря нормализации обстановки на северо-западе России, в Тюменской области и Ханты-Мансийском округе в составе Уральского округа. Все это время на самых изнурительных участках республики работают более 800 парашютистов-десантников федеральной, якутской авиалесохраны и авиалесохраны 12 регионов страны. Из-за труднодоступности многих очагов большой объем работ по тушению выполняют вручную. Для ликвидации ряда пожаров применяют взрывной метод с применением детонирующего шнура высокой мощности. С помощью взрывов прокладывают минерализованные полосы, от которых далее проводят встречный отжиг. Приехали для наращивания сил, потому что чрезвычайная ситуация, как бы весь мир за этим наблюдает. И приехали с обмундированием, с имуществом полностью. И лопаты, РЛО, пилы, ну, в общем, весь инструмент, который нужен для тушения. Сегодня ночью в Нижний Бестях по железной дороге прибудет военная техника для сводного инженерного отряда, находящегося в селе Бяскюэль. Это 10 штук транспортеров-тягачей, 2 путепрокладчика, 3 автомашины «Урал» и 2 КАМАЗа. Айсен Николаев поручил задействовать данную технику в расчистке площадки под строительство новых домов в селе Бяскюэль. Лесопожарная обстановка в Мирнинском районе стабилизировалась. На пожаре номер 14, на котором работает 22 человека, за последние 3 дня нет прироста. Он находится на удалении 54 километров от города Мирный. Пожар номер 44 тоже за 5 дней не увеличился. Там работает 22 человека, которые занимаются обработкой кромки. На пожаре номер 18 около поселка Чернышевский работает 24 человека. Пожар номер 57 около поселка Айхал остановлен. В Мирнинском районе наблюдается влажная погода. Пожар номер 57 около поселка Айхал, как уже ранее говорили, там площадь пожара была 620 гектаров. Тоже отработали самолеты Б-2, вчера сделали 11 пилов, около 100 тонн воды слили на этот пожар со всех сторон. И теперь тоже специалисты ГАУ «Якут Лесресурс» 2 человека и около 10-12 добровольцев с поселка Айхал работает.
Глава Якутии подписал распоряжение о социальной помощи пострадавшим жителям села Бяськюэль. Согласно документу, единовременную помощь жители получат до 10 августа этого года в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также будут предусмотрены дополнительные меры поддержки семей, утративших жилые помещения. Землячество Горного района поддерживает пострадавших от пожара в селе Бяськюэль. Руководитель общественной организации сообщает, что они готовы оказать посильную помощь. Объявлен сбор материальной помощи, вещей первой необходимости и одежды. Напомним, что правительством пострадавшим от пожара оказывается комплекс мер поддержки. Планируется материальная помощь, организованы временные пункты пребывания со всем необходимым. Несовершеннолетних направят в детские лагеря, пожилые граждане получат возможность выехать в социальные учреждения. Оказывается медицинская и психологическая помощь, организована транспортная перевозка, питание населения и волонтерская помощь. Очень признательны нашему руководству республики, Эльдархану. Вдохновило вот такое решение со стороны руководства нашей республики о том, что жильцам, которые остались без крова, они построят за счет республиканского бюджета из резервного фонда построят дом. И конечно, это очень большая помощь. И еще отрадно отметить, что каждому жителю атамайского наследия будут оказаны в размере 30 тысяч рублей. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий.